целом по республике отмечается снижение контроля за исполнением режима ограничений, что в нынешних условиях недопустимо. Несмотря на указ главы Тувы, активизировались семейные торжества и свадьбы, отмечает главный санитарный врач Тувы. Предпосылками для ухудшения эпидситуации – это проведение мероприятий с массовым участием населения, вопреки действующим указам и постановлениям правительства Республики Тува, пренебрежение масочным режимом как обязательной меры профилактики и, конечно же, низкие темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции. На территории республики у нас на сегодняшний день коллективный иммунитет сформирован на 52,3%. Последние 2 недели наблюдается снижение или ослабление контроля за решениями оперативного штаба и за исполнением указа главы республики и постановлений. В связи с этим предлагаем поручить Министерству общественной безопасности совместно с уполномоченными соответствующими органов исполнительной власти, муниципальной власти усилить рейдовые мероприятия и привлечение к административной ответственности нарушителей, которые сегодня игнорируют, не исполняют указы главы республики, которые направлены на защиту здоровья населения. Руководитель надзорного ведомства выступила с предложением о внесении изменений в нормативные акты в сторону ужесточения ответственности предпринимателей и физических лиц. Людмила Сальчак подчеркивает, что предлагаемые меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей. Считаем необходимым предложить на ваше рассмотрение о поручении Министерству юстиции изучить возможность дополнения Кодекса об административных правонарушениях Республики Тува новыми статьями содержания в плане именно направлено за нарушения, которые оказывают нарушителями воспрепятствование законной деятельности должностного лица исполнительного органа государственной власти и органов местного самоуправления, уполномочены в соответствии с указом главы республики на осуществление функций по исполнению требований нормативно-правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Тува. Также за организацию и проведение массовых мероприятий во время запрета, установленного в соответствии с законодательством Республики Тува, в период функционирования режима повышенной готовности с установлением повышенной санкции административного штрафа для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В рейтинге регионов по темпам вакцинации Тува занимает 5-ю точку. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли свыше 82 тысяч человек. Но жизнь и здоровье человека важнее цифр статистики. Вопреки утверждениям доморощенных экспертов, против вируса альтернативы вакцинации пока нет. Для создания надежного барьера в октябре Туве нужно достигнуть 80% вакцинации. Провели анализ по пунктам вакцинации, которые у нас пункты вакцинации были, так сказать, не востребованы. Мы их закрыли. Сейчас рассматриваем вопрос именно развертывания пунктов вакцинации в других точках. Для удобства именно жителей нашей республики. Выездные мероприятия проводятся. Здесь я просто, когда разговаривал с главными врачами именно кожунных больниц, все-таки некоторые кожунные больницы, главные врачи, они все-таки говорят недостаточное оказание помощи глав администрации. То есть там предоставление машин и так далее. И все-таки с населением здесь не только медицинские работники, я думаю, должны работать, но и также ответственные лица муниципалитета в том числе. Напомню, что в Туве для некоторых категорий граждан введена обязательная вакцинация, среди которых и педагогические работники. Причем по срокам вакцинация 2 компонентами должна была завершиться до 15 сентября. Однако, как показывает статистика, темпы недостаточные. Новый учебный год только начался, но на прошлой неделе более 50 классов пришлось отправить на дистанционное обучение. Динамика по работникам образовательных организаций, она за прошлую неделю не очень хорошая была. У коллег очень много медицинских отводов, как временных. То есть предоставляется справка о временных медотводах, месячный срок на 2 недели. Поэтому особенно у нас такая динамика в школах имеется. В учреждениях среднего профессионального образования большинство вакцины получили. А если смотреть статистику по отправленным на дистанционное обучение, на прошлой неделе у нас было более 50 классов было отправлено на дистанционное обучение в связи с самоизоляцией. Вызывает тревогу рост отправленных на самоизоляцию в Баранхеймском районе. Это 5 классов было направлено. И в городе Кызыле 13 классов. За последние сутки выявлено 54 новых случаев заболевания COVID-19. В стационарных госпиталях Кызыла от коронавирусной инфекции лечение получают 257 больных, в том числе 28
8 детей. В тяжелом состоянии находится более 60 пациентов. Отметим, что с 1 января ковид унес жизнь 183 человек. В 70% случаев скончавшиеся не были вакцинированы. Айрат Саткузел, Тува 24.